Инициативы партии ЛДПР обсудим прямо сейчас в программе «Интервью». В эфире главного телеканала «Республики» сегодня наш гость Иван Сухарев, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Давайте обсудим, какие новости появились за это время. И предлагаю начать наш разговор с внесенного законопроекта на рассмотрение депутатом Государственного собрания Республики Башкортостан по конфискации транспортного средства за пьяную езду. Почему ЛДПР считает, что действительно это нужно сделать? В первую очередь мы исходим из общения с нашими гражданами и от общей ситуации. Мы все знаем, сколько дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пьяных водителей. И изъяв, собственно говоря, автомобиль, мы лишаем фактически орудия совершения преступления этого человека. Об этом давно говорил уже Владимир Вольфович Жириновский, и вот сейчас эта инициатива реализуется. Мы надеемся на поддержку этой инициативы, потому что речь идет о жизни и здоровье наших граждан, а это приоритет для нашей партии, старейшей партии в истории современной России ЛДПР. Гибнет огромное количество людей и в Башкирии, и по всей стране. Это, можно сказать, война. Каждый год уносит несколько тысяч жизней. И, конечно, немалую роль в этом играет качество и дорожного покрытия, и, как мы видели не так давно, у нас задержали нескольких сотрудников, которые занимались продажей водительских удостоверений. Это тоже есть проблема, потому что зачастую неквалифицированные водители на дороге, которые, собственно говоря, не знают, что делать в той или иной экстренной ситуации. Ну а огромный ущерб наносит также те, кто выезжает на дорогу в состоянии алкогольного опьянения. И таких немало. И мы предлагаем лишить их этой возможности. Я считаю, это справедливо. Это законопроект, который касается очень большой части населения, автомобилистов, но такой же резонансным законопроектом можно считать и предложение партии ЛДПР для поддержки при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В чем здесь суть? Дело в том, что мы всегда выступаем за социальную справедливость. И, к сожалению, сейчас ситуация складывается таким образом, что дети оказываются не в равных условиях. У одних родители могут себе позволить выделить деньги на репетиторство и подготовить детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Причем это достаточно серьезные суммы, а учитывая то, что мы прошли пандемию и многие потеряли в доходах, я имею в виду, кто-то потерял вообще работу. Сумма подготовки к ОГЭ по нашим прикидкам, понятно, что в зависимости от субъекта она разнится, около 60 тысяч рублей, а к ЕГЭ около 100 тысяч рублей. И не каждый родитель может достать из кармана и заплатить за этих репетиторов. Но, к сожалению, мы с чем столкнулись? С тем, что программа школьная, но она не позволяет в полной мере подготовиться к сдаче этих экзаменов. Необходимо нанять репетитора. И вот эти суммы, 60 тысяч и 100 тысяч, для многих, для большинства семей наших, они просто неподъемны. И мы предлагаем выдавать сертификат всем, вне зависимости от материального положения, чтобы дети могли использовать его и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Плюс ко всему туда будет входить психологическая подготовка, потому что мы знаем, какой стресс не только для ребенка. Мы видим суициды, нервные срывы. Бабушки, дедушки переживают. Но мы про них не говорим, мы говорим про детей сейчас. Их тоже необходимо подготовить к сдаче этого тяжелого экзамена, от которого зависит их дальнейшая жизнь. Ведь высшее образование – это, можно сказать, социальный лифт для того, как ты дальше пойдешь по жизни. И, собственно говоря, кроме всего прочего, мы предложили создать электронную платформу, на которой как раз, собственно говоря, и будет происходить обучение, в том числе онлайн-обучение. Потому что понятно, что мы, в принципе, прошли ситуацию с коронавирусом, у нас уже 3 вакцины имеются, и я надеюсь, мы с достоинством выйдем из пандемии. Но, несмотря на это, у нас должна быть возможность онлайн-обучения, и вот, в частности, электронная платформа это позволит
на расстоянии обучать детей, причем позволит лучшим преподавателям это делать, обучать детей из самых дальних районов, в том числе Республики Башкирия. И, наконец-то, даст возможность, даст толчок проложению сетей для интернета, оптоволокна и, собственно говоря, мобильной связи, для того, чтобы дети не стояли в мороз на трассах с планшетами, в мороз, в деревьях. Да, в мороз, пургу. И, собственно говоря, это все необходимо менять. И наша инициатива, я надеюсь, позволит ситуацию переломить. Ну, в деревьях не в республике, отмечу, а в других российских регионах это было. Иван Константинович, ну это очень нужная инициатива. Следующая тема – это сотрудничество с Центральным духовным управлением мусульман России. Расскажите, пожалуйста, вот здесь какие есть точки соприкосновения? Ну, не секрет, что я являюсь первым заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Являюсь также руководителем экспертной группы по ОНК, это общественные наблюдательные комиссии. И, конечно, проблемы, которые существуют у наших конфессий, рассматриваются именно на площадке именно нашего комитета. Ну и, соответственно, к нам обращаются представители наших конфессий, основные конфессии наши, это понятно, что это православие и ислам. И в частности, к нам обратилась ЦДУМ, Центральное духовное управление мусульман, с просьбой дать им возможность, вернее их подразделениям, мухаля, использовать в их названиях слово «Россия». К сожалению, на сегодняшний день законом они лишены этой возможности. И вот мной с коллегами был разработан и внесен законопроект, который будет рассматриваться, мы надеемся, на пленарном заседании 14 апреля. И мы рассчитываем на поддержку большинства, парламентского большинства, на поддержку этого закона, который позволит старейшей нашей организации мусульманской использовать, наконец-то, в своих подразделениях название слова «Россия». Это правильно, это хорошо. Мы удовлетворяем запрос наших мусульман. Иван Константинович, ну и еще совершенно другая тема. Засчитывать трудовой стаж тех, кто отбывал наказание в местах заключения. Да, вот либерал-демократы на что направляют свои действия и насколько сложно идет процесс? Ну, смотрите, основная работа депутата – это работа с людьми. И мы следуем этому принципу по примеру Владимира Вольфовича Жириновского, который в целом, наверное, единственный из депутатов начал вот эту практику посещения исправительных учреждений, следственных изоляторов. Понятно, что в определенный момент мы столкнулись с проблемой, но эта проблема, наверное, не системы даже, а конкретной личности, к которой мы пытались попасть. Но к нам приходит 1000 обращений, в том числе из мест лишения свободы, и от людей, которые уже освободились. И есть такая проблема, что, оказывается, трудовой стаж не вносится то рабочее время, когда человек работал до 1992 года в местах лишения свободы, честно работал, пытался погасить ущерб, нанесенный совершенным преступлением, не отказывался от работы по тем или иным причинам. Оказывается, вот та работа, которая была выполнена этим человеком в период до 1992 года, не входит в общий трудовой стаж. Таким образом, некоторые не могут претендовать даже на пенсию. И вот в связи с этим я был вынужден обратиться в правительство с просьбой этот вопрос рассмотреть и поддержать тех, кто честно пытался трудиться, встал на путь исправления, не отказывался от работы, ну и более того, погашал ущерб, нанесенный совершенным преступлением. А таких на самом деле немало, то есть люди трудились на производстве, некоторые поднимали производство. Вот история Исхакова, которым занимались в том числе и мы в партии ЛДПР, который в принципе отбыл срок 13 лет, честно трудился там все 13 лет, занимался производством. И вот сейчас мы разбирались с тем, кто виноват в совершенном преступлении, вернее преступлении, за которое его осудили и за которое он отбыл 13 лет. Там много вопросов, прокуратура разбиралась. Есть мнение, что вообще не он совершал это преступление.
Но мы сейчас рассматриваем другой вопрос. Мы рассматриваем вопрос честного труда в местах лишения свободы и, соответственно, включение этого честного труда в общий трудовой стаж этого человека. Мы считаем, что социальная справедливость, наша справедливость, а запрос на справедливость в обществе очень высок. Мы не должны этих людей отторгать и ставить их в один ряд с теми, кто отказывался трудиться, отказывался встать на путь исправления. Мы должны удовлетворить их требования и, собственно говоря, включить ту работу в общий трудовой стаж. Мы надеемся на поддержку правительства. Иван Константинович, буквально остается 1 минута, мы успеваем с вами обсудить автобус ЛДПР, который также пройдет по Башкортостану, какой маршрут и что могут, какие там рекомендации или что узнать те, кто подойдет к автобусам ЛДПР. Собственно говоря, эта практика не так давно у нас внедрена. 15 автобусов по всей стране курсируют. Люди назвали их автобусы добра. То есть там раздают подарки, там принимают обращения на Владимира Вольфовича Жириновского. Ну и вы лично? Я лично буду сопровождать тот автобус, который придет в конце апреля. Поэтому обязательно приходите, вы будете заранее оповещены. Все города нашей республики этот автобус проедет, и мы постараемся заехать в самые далекие городки и села, деревни, куда, собственно говоря, до этого не доезжала ЛДПР. Хотя в целом мы везде бывали, нас везде знают. Мы стараемся помогать людям не от выборов к выборам, мы работаем постоянно. Ну и обязательно в следующем интервью мы с вами обсудим подробнее автобусы добра от ЛДПР. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, Иван Константинович. Сегодня гостем программы «Интервью» был депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Иван Сухарев. И мы говорили об инициативах и планах либерал-демократов. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.